Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Якут сегодня». В студии работают режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. И ведущий Дедюкин Андрей Семенович. И это значит, что сегодня мы будем говорить о музыке и музыкантах. Буквально месяц назад, 30 апреля, Международный день джаза, в нашем городе состоялась презентация джазового оркестра Якутии «Саха Биг Бенд». И по просьбам зрителей 14 мая был дан повторный концерт данного джазового оркестра. Все это состоялось в малом зале Государственного цирка Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых. И сегодня у нас в гостях организатор и руководитель оркестра цирка, отличник культуры Егор Ефимов. Здравствуйте. Здравствуйте. И солист, мистер саксофон Дмитрий Павлов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и для начала мы немножко послушаем, посмотрим отрывок из того, как это все было. И вот, Егор, сразу вопрос к вам. Немножко расскажите об истории вообще джаза как явления. Ну, есть сведения, что в 30-х годах прошлого столетия на якутском радио был записан оркестр, именно джазовый оркестр, то есть первая запись здесь была. Здесь якутский. Да, да. Вот, это мне сказал историк, то есть Иван Тарасов, его зовут. Мы в этой студии очень много работаем в телерадиопередаче «Тенар Даргон». Вот. Сегодня немножко непривычное у меня амплуа. Обычно я не говорю, я просто играю, вот, поэтому немного волнуюсь. Вот. Ну, что о джазе можно сказать? Да? Вообще он это слияние культур, европейской культуры и афроамериканской. Но сейчас это уже достояние всего человечества, так как джаз – это самая сложная музыка, но и не то чтобы сложная, она как бы двигатель вообще прогресса в музыке, то есть и популярной музыки и так далее. Вот. Вторым таким в нашем уже в нашей стране, да, в то время в Советском Союзе, получается, вторым таким толчком, наверное, было в 60-е годы, когда уже более-менее оттепель пошла, то есть или в 70-е, 80-е даже. Вот. Это тоже по рассказам, я не свидетель. Вот. И третьим толчком, можно так сказать, или третьим витком в истории, можно сказать, вот нынешнее время, то есть после даже 90-х годов. Вот. И как бы мы сейчас в этом таком историческом моменте находимся и тоже играем какую-то небольшую, но, мне кажется, немаловажную роль. Вот символом джаза все-таки, когда джаз всегда ассоциируется с саксофоном. Вот. И, Дима, это сразу вопрос к вам. Вообще про свою историю. Про свою историю. С саксофоном я познакомился в 12 лет. Вообще саксофон был создан в 1842 году бельгийским музыкантом Адольфом Саксом. И через несколько лет его заметили афроамериканцы, музыканты джазовые конкретно. А так до этого его сугубо использовали в военных оркестрах. Да, он был. Вот. Я саксофоном начал заниматься вообще в 12 лет. Преподаватель был не саксофонистом, он был трубачом.
Вот, но знал какие-то звуки, то есть вот, и Преподаватель детской школы искусств. да, преподаватель детской школы искусств русских Владимир Игнатьевич. Его сейчас в Якутске нет, он переехал куда-то в среднюю полосу России. Вот. Ну, а также уроки получал у Алексеевой Ольги. Вот. И как-то все вот так вот сложилось, что уже вот получается 28 лет играю на этом инструменте. А когда у вас первый такой большой концерт был? Первый большой концерт это было, как сейчас помню, в 2000 году, 25 мая. Это было воскресенье. Я дал сольный концерт в Театре оперы и балета, чему очень благодарен всем, кто там принимал участие. То есть уже 20... Ой, много лет прошло, да? Да, 28 лет прошло. Ну, и насчет... Тогда вернемся к Егору. Не, почему 28? Не 28. Не 20. Да. Насчет джазового фортепиано. Точнее, фортепиано в джазе. Егор, свою историю тоже расскажи нам. Я сам с 98 по 2007 учился у заслуженной артистки России Елены Михайловны Пхоловой. Получил очень мощную такую классическую базу. Но она джаз мне тоже давала. И около джазовые произведения, такие как там из балета «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, допустим, вещи, да, какие-то. Вот. А потом я больше начал увлекаться эстрадной музыкой. Это с 2007 года. Ну, осваивать там другие инструменты, рок и другие направления, более популярные, так скажем, да, эстрадные. Ну и не забывал, конечно, о джазе, о том, что это вершина. Мне как-то сказали, что если будешь играть джаз, то ты сможешь сыграть вообще все. Вот. И очень много слушал, но еще не понимал, как играть. Как устроено. Да. И в 2011 году, получается, я познакомился с заслуженным деятелем искусств Якутии, с Андрианом Анатольевичем Егоровым. Вот. Он взял меня в оркестр цирка, где я до сих пор работаю. Вот. И там уже параллельно, то есть на практике, уже конкретно на практике, без теории, там, без ничего, начали выступать, сразу же все начали учить, изучать, выступать, что-то свое, пытаться придумывать. Да? Мы съездили в Туву на международный конкурс, фестиваль горлового пения, как бы, где горловое пение, да, где джазовая музыка. Но мы в итоге в номинации «Джазовая интерпретация» там получили грамоту. Вот. И также у меня поездки в Сочи были, где я познакомился с оркестром. Ну, не со всеми, конечно, с участниками оркестра Игоря Бутмана. Вот. В 2019-м я ездил в Беларусь, там уже такая неоклассическая музыка, то есть это музыка 21 века, познакомился с молодыми композиторами стран СНГ, где я тоже представил свою музыку. У меня там, правда, был форум симфонический, а тут у меня как бы камерный. Но все равно там как бы эстрадная, джазовая музыка, они все равно переплетались. Вот, так же, как и здесь, в этой студии. Тоже я пытался, получается, как бы интерпретировать, да, якутскую эстрадную музыку, да, народную музыку якутскую в такую более около джазовую с какими-то элементами. То есть не полностью, конечно, но иногда и полностью бывало. Да? Допустим, с кем получалось это сделать, там, с Эркёном, много с кем на самом деле. Вот. И далее, получается, в прошлом году отмечалось столетие российского джаза. Мы выиграли в первом всероссийском конкурсе джазовых коллективов. Мы — это джаз-бенд Session Club при оркестре Государственного цирка. Вот. И так как мы выиграли, мы получили путевку, нам платили, получается, все там, поехать туда, в Москву, на первый международный московский джазовый фестиваль, где мы вполне себе, я думаю, успешно выступили, где мы сделали интерпретацию песни группы Чарон на слова Тумус Михеля «Илан Тоян Халэлэн». Вот. И как бы с такой надеждой, что эта песня будет когда-нибудь джазовым стандартом. Что такое джазовый стандарт? Это песня, которая играется
во всех странах и как бы, ну, то есть признано эталоном песни или эталоном произведения, что ли. На которую накладывается потом импровизация. Да, на которую накладываются потом вариации, импровизации и так далее. Вот, как-то так. И в этом году, а точнее в прошлом году, на столетии СССР в Москве я познакомился лично уже с Игорем Михайловичем Бутманом. Это народный артист России, саксофонист, руководитель Московского джазового оркестра, руководитель своих джазовых клубов. Недавно открыли в Петербурге джаз-клуб Игоря Бутмана. Вот. Недавно он получил орден, не помню уже какой, 4-й степени, по-моему, заслуги перед Отечеством. Вот. С ним познакомился, и мы разговаривали о джазовых оркестрах и вообще о ситуации оркестров здесь, в Якутии. Ну, и он мне не то чтобы дал задание, он мне как-то направил меня, что ли, более будет корректно сказать, направил меня к тому, чтобы я все-таки взял себя в руки и начал заниматься вот именно джазовым оркестром. И это было в апреле прошлого года, и в августе я уже собрал коллектив, так скажем, да, уже коллектив можно назвать. Вот, тогда это было просто как будто бы люди с улицы, но на самом деле как бы с разных организаций было очень сложно собраться, но мы, тем не менее, собрались. Ну, так и есть. Вот, да. И презентовали 30 апреля в этом году. Да. Недавно. Получается такой сборный состав пока. Да. Там у нас участники, артисты оркестров с филармонии Якутии, с театра оперы балета, с Национального театра танца, ну, естественно, с оркестра цирка, с высшей школы музыки даже есть у нас ребята, которые там учатся и выступают, и, то есть преподают. Вот. Сейчас я хочу вот спросить у Димы, Дмитрия. Ты уже давно вот играешь на саксофоне, везде участвуешь, очень много, где в разных местах, локациях, получается, играешь. Вот. А каково это вот играть именно, ну, не с фонограммой, а с живыми, настоящими музыкантами? Это очень ощущаешь какой-то высший пилотаж. И ну, такие, как Егор, музыканты, ну, те подыгрывают. Это очень, ну, не калькулятор какой-то, да. Ну, и вообще вот музыканты очень отборно проходят какой-то этот, да. То есть не все музыканты могут друг друга понимать, а именно вот, а вот в джазе это очень важно очень, что музыкант был и понятливый, и понимающий. Вот, например, мы с Егором звуками можем даже вот общаться, да, вот что сейчас будет, например, вот, и это очень такая вот тонкая какая-то грань. А что-то я от вопроса ушел. Нет, вот как раз таки хотел сказать, что вживую, когда много людей играют, наверное, существуют какие-то более высокие, не только звуковые, как скажем так, восприятия, да? Ощущения. Да. Ну, ментальные, получается. То есть, это как объяснить, если... Ну, наверное, могут сказать, что типа человек, который это скажет, да, то, что я собираюсь сказать, немного с ума сошел. Ну, наверное, здесь все равно связь какая-то есть с космическим таким пространством, что ли, с информационным полем, если так вот более научно говорить. И сквозь именно вибрации звука, то есть сквозь музыку, да, она же не просто как бы вибрация, это же интонированная вибрация, то есть она имеет определенный характер и определенную интонацию. Вот, и когда она проходит сквозь тебя или через нескольких людей одновременно одна и та же музыка, допустим, да, она все равно как-то объединяет в одно поле какое-то информационное. Вот, мне кажется, как-то так, что ли, если более научным языком объяснять. А вот само название Саха Биг Бенд и вообще, что такое Биг Бенд? Биг Бенд — это просто состав, получается. Какой состав? Да? Вот, допустим, есть солирующий просто соло фортепиано.
то есть пианист. Пианист. Есть дуэт, да, фортепиано и саксофон, допустим. Вот дуэт. Трио, да, там уже больше там уже добавляется там контрабасист, да, квартет, квинтет там, и так далее. Вот. Есть брасс-бенд, допустим, да, это где может быть по-разному, да, то есть 3 саксофона плюс там 2 тромбона, там 2 трубы, допустим, да, брасс-бенд. Ну, я точно не говорю, там вообще меняется на самом деле состав, но обязательно там ритм-секция, да, как у джаз-бенда. В джаз-бенде это, ну, как квартет, то есть это у нас в Session Club такой состав, это саксофон, фортепиано, контрабас или же бас-гитара, да, и ударный, получается, вот ритм-секция основная. А биг-бенд это конкретно, получается, классический биг-бенд, он тоже может расширяться, сужаться и так далее, да, то есть по количеству человек, работающих в нем. 4 тромбона, 4 трубы, 5 саксофонов, причем один из них это саксофон-баритон, такой более увесистый, большой, в басах, и плюс вот ритм-секция, плюс еще гитары, еще плюс вокалисты. Еще плюс флейтисты могут быть, да, или струнники. Отдельно можем там добавить к ним струнные, камерные, там какой-нибудь по 2 человека, да, альты, скрипки, виолончели. То есть вариантов очень много, и можно расшириться до эстрадно-джазового оркестра, да, допустим, или эстрадно-симфонического даже можно расшириться. На базе именно вот биг-бенда, состава биг-бенда. Или же наоборот, на базе симфонического оркестра. То есть получается, что уже есть такой состав, с которым могут работать, скажем, ну, все, допустим, певцы, да, уже играть, петь, точнее, не под сделанную фонограмму, а уже под конкретный эстрадно-джазовый такой ансамбль или оркестр уже. Да, мы это презентовали. Вот Дима у нас отсолировал, так скажем, да, сыграл сольный номер. Он был специальным гостем, мы специально не объявляли его, нигде не писали то, что он будет. Почему мы это сделали? Потому что мы хотели на первом выступлении показать свои возможности, что мы можем сделать. Конкретно именно в этом случае, в случае с Димой, мы хотели показать, что мы можем позвать крутого музыканта с откуда-нибудь за бугра или же с центральной России, там, хоть откуда, в общем. Вот. Но в этот вечер был бюджет ограничен, так скажем, да, поэтому позвали друзей. Ну, на самом деле, то есть, дело не в бюджете, я шучу, конечно. Просто, ну, Дима подходил под эту роль. Да. Вот. И с вокалистами, конечно, у нас тоже очень много планов. То есть, не то, что планов, пока что идей. Мы хотим сделать красивые программы с известными певцами. Не буду пока сейчас, пока не перепрыгнул, говорить, о ком идет речь, но все их знают, они очень хорошо поют. И, то есть, мы сами как бы выбираем, кто с нами будет выступать, потому что это, ну, да, технически, чисто технически. То есть у всех певцов нашей эстрады есть такая возможность, получается, да, будет выступать. Ну, сейчас пока мы не можем говорить о том, что это будет прям конкретно так вот, то есть по потокам идти, да, что у всех. Вот, пока не у всех, но мы хотим прийти к этому, чтобы была возможность у каждого. Даже не то, чтобы у певца, там, да, у того, кто может это сделать, потому что это надо еще суметь сделать. Кто сможет, ну и, то есть, это уже будет как бы такой планкой, чтобы участвовать с таким вот профессиональным составом, чтобы с этим профессиональным составом выступать. То есть, к этому люди будут стремиться, и благодаря этому будет развитие вообще эстрады и так далее. Потому что вот по телевидению, например, на том же Первом канале шоу «Голос», да, все потом поют в конце, ну, с таким же, скажем так, биг-бендом. Вот. Ну, а сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Мы в прямом эфире. Можете звонить в нашу студию по телефонам 32 00 66, 32 11 66.
Дмитрий Павлов, мистер саксофон. С новым микрофоном. Такого тут нет в этой базе. Итак, напоминаем, что мы в прямом эфире «Якут сегодня». Вы можете позвонить нам по телефонам 32 00 66 и 32 11 66. Сегодня у нас в гостях Егор Ефимов и Дмитрий Павлов, мистер саксофон и руководитель нового джазового оркестра «Саха Биг Бенд». И вот мы немножко послушали, как звучит саксофон с оркестром. Мы говорили о том, что могут быть солисты любые с этим оркестром. Вот. И немножко хотелось бы вспомнить историю вообще. Какие здесь были фестивали, какие-то мероприятия. Джаз же он все равно всегда был, есть и будет. Вот именно в Якутске, в республике. Ну, самый такой прокачанный, ну, на мой взгляд, фестиваль джазовой музыки у нас здесь – это Том Джаз. Организатором этого фестиваля был Андрей Анатольевич Егоров. Вот. Также у нас тут были фестивали «Осенний джаз», «Весенний джаз». Ну, об остальных я не особо знаю, на самом деле, да, как бы о других фестивалях, которые тут проводились именно по джазу. Ну, тут, скорее всего, больше, наверное, рок-фестивали были. Вот, скоро тоже будет рок-фестиваль, Холбон называется, и я там тоже должен принять участие. Вот. Но по фестивалям как бы все, да, но на том джазе, вот, допустим, да, это такой вот самый прокачанный фестиваль, как я сказал. Туда приезжали, конечно, такие очень именитые гости, и они очень были удивлены нашим артистам в плане этническом. То есть именно этно-джазовые исполнители, такие как Валентина Романова Ческыры, группа Айрхан, они очень удивлялись вообще нашей культуре в плане вот, в органной музыке, да, то есть это получается хамус. Вот. Ну и вообще вот эти все дела КЛГ наши народные. Вот. То есть этно-джаз это вообще очень такое успешное здесь именно сочетание, да? Ну, здесь этно-джаз и этно-рок, да, будем их объединять, потому что они пока что вместе, потому что они очень схожи, и такой особой разницы как бы нет, потому что этно-джаз надо очень сильно за него взяться и развивать его. Пока что этим мало кто занимается, вообще единица. И мало у кого получается. Мы ездили, получается, с Валентиной Романовой Ческырой и с Валентином Парфеновым, это тоже артист оркестра цирка. Вот, он сам бас-гитарист, но играет на ударных. И вот с ним мы вот втроем мы съездили на фестиваль, на театральный фестиваль в 2021 году в ноябре. Фестиваль назывался Потапов Фест. Это фестиваль режиссера, нашего режиссера Сергея Потапова, и он проходил в городе Псков. Вот. И в Пскове, получается, мы открывали этот фестиваль своим перформансом, так скажем, да. Час 17 у нас вышло, по времени не так много, но зато вкусно, так скажем.
Мы восстановили, получается, 50% этой программы была восстановленная музыка, которая написана была Андрианом Егоровым и Станиславом Парфеновым. Вот. И остальную часть концерта мы уже написали как бы в таком более уже современном формате, не в формате того времени, когда была написана вот музыка, первая музыка для Ческыры. Вообще Ческыры Андриан как бы продюсировал, вот, поэтому ну, такой вот, получается, как бы передача эстафетной палочки, так скажем. А вот, ага. Я вот тут сидел и вспомнил фильм, который назывался «Одержимость». Очень такой оскароносный фильм, популярный, про именно школу, точнее не школу, а колледж американский, где вот именно джазовые оркестры, и про ударника. Наверное, смотрели этот фильм. Да, конечно. Парень занимался на барабанах. Очень такой серьезный фильм. Вот. А вот с саксофоном. Вот как лучше всего вот, научиться именно джазу? Ну, для начала только слушать музыку. Есть определенные, конечно, ноты, партии, этюды, где есть очень много упражнений. Но я этими упражнениями никогда не занимался. Вот, я все слушал, и все на слух как-то все подбиралось. Ну, в этом еще Егор помогал, как бы. То есть, получается, как академического сильного такого не было? Нет. Все по слуху? Да, все по слуху. И это считается, как ты думаешь сам, лучше вот так или так, или так? Нет, это как-то здесь вот даже не выберешь, что лучше. Я думаю, что лучше знать и то, и то. То есть уметь играть на слух, но и в то же время знать ноты. И оперировать, получается, также грамотно. Да, одно другому не мешает. Да, одно другому не мешает. Наоборот, как-то дополнирует. Вообще каждый музыкант должен на слух играть. Это как бы должно на самом деле быть нормой. Очень странно на самом деле, что с детства не учат подбирать на слух. Ну, то есть, конечно, на сольфеджио и так далее, да, подборы, да, но это все не то. То есть больше упор должен быть. Вот, допустим, в отечественной школе классической, да, такого нет. А я там не учился, но по слухам в западной, допустим, школе есть такое, то, что вообще первое у нас, допустим, ноты мы изучаем, да, где какая нота, какой высоты, да, а там они начинают с ритма. То есть это же уже, разница уже большая в что с чего начинает, да. То есть, судя по этой информации, можно судить о том, что там и на слух тоже играют, то есть больше там других упражнений, тех же гамм, да, допустим, больше, просто по количеству больше, они разные, там, всякие разные. Вот, и поэтому, конечно, отличия есть. Но сейчас это все в России есть, и в связи, конечно, не только с интернетом, но и в связи с большой работой, которую проводили наши старшие товарищи, джазмены, джазисты еще, как они себя называют, те же Алексей Козлов, опять же Игорь Михайлович Бутман, вот, и другие, многие, которые популяризировали, допустим, та же группа «Фрукты», передачу Ивана Урганта. Вот. Кого еще можно назвать? Очень много, на самом деле, артистов, которые популяризируют джазовую музыку. А вот давайте вернемся немножко к коллективу, к самому коллективу. Да. Вообще, как это состоялось? Все равно же нужна была помощь какая-то, репетиции, планы. Как это все вообще происходило? Вообще все происходило чисто на одном желании изначально. То есть сначала вообще просто я хотел это сделать, потом поделился своими мыслями с самыми близкими, получается, да, музыкантами, которые со мной постоянно работают, да, каждый день. Это оркестр цирка. Вот, и мы начали подбирать программу, начали переговаривать с
артистами оркестров других составов, да, кто бы хотел бы попасть в наш состав, кто бы хотел бы позаниматься, и все это на чистом энтузиазме, можно так сказать. Вот. Но это просто как мы двигались, да. Но на чем это все основывалось? На базе, той базе, которую нам оставили старшие, да, получается, поколение. В цирке все есть для того, чтобы такой состав именно биг-бенда не то что существовал, а успешно действовал. То есть там есть репетиционная, там есть кабинет дирижера даже отдельный, который для аранжировок там, и так далее, для всего этого, для распечатывания вот этого всего. Там очень много, конечно, макулатуры уходит и так далее, времени очень много уходит на это дело. Вот есть балкон определенный, да, то есть специально под размер, под конкретное вот место. То есть на базе оркестра цирка мы создали свое, да, получается, уже как бы джазовый оркестр, расширили состав, тот, что есть сейчас в цирке, да, получается, но мы его расширили не на бумаге, а именно на крови, можно сказать, да, или на дружбе, да, лучше так скажем, да, то есть вместе попробовали, получилось, и думаю, что дальше нам предстоит очень много работы в плане того, чтобы сделать репертуар шире. Сейчас у оркестра всего 12 композиций, но зато одна из них авторская, она звучала сегодня в начале передачи, да, это я написал, получается, для этого состава. И возвращаясь к этнике, да, хочу добавить, что мы хотим написать, так как мы уже писали для очень малого такого состава, для фортепиано и ударных композиций для Валентина Романовича Скры, можно те же самые композиции переаранжировать вот на такой вот большой джазовый состав, да, на биг-бенд. И тогда это будет, конечно, намного эффектнее звучать, выглядеть и так далее. И так можно будет сделать не только с ними, да, то есть можно туда добавить народные инструменты, да, типа ансамбль Кылсаха, или же группа Айрхан, да, ну, кого еще можно назвать. Ну, то есть можно работать со всеми, да, то есть это здесь уже потолка нет, и можно звать артистов с других регионов, с других городов, с центра. Допустим, я ездил учиться в джазовую школу Игоря Гутмана в Крым. Есть такой арт-кластер Таврида. Вот, и я там прошел, получается, недельный такой курс. Вот, и там познакомился с ведущими молодыми музыкантами страны. Получается, со всей страны туда привезли в одно место, город Судак. Вот, и там познакомился с вокалистами, в том числе, да, и с контрабасистами, то есть с ведущими, получается, которые сейчас уже выступают там, ну, везде. Вот. Ну, у них как бы свой путь там, да, там в центре, конечно, попроще с этим. А здесь у нас это надо развивать. И поэтому я думаю, что без поддержки, без должной помощи, без внимания так скажем, сверху, будет, конечно, очень сложно нам как-то действовать, выживать. Почему вообще, конечно, не то, что конечная цель, да, как бы, а вообще что мы хотим сделать, да? Мы хотим сделать профессиональный состав, джазовый, да, потому что это как бы мировое такое уже, да, явление мировое. И в этом мировом явлении, чтобы Якутия тоже блеснула своими бриллиантами, да, потому что я считаю, что выпускники высшей школы музыки, так скажем, это настолько отточенные музыканты, да, что, ну, то есть Якутия готовила к этому. Я думаю, что это все неспроста, как бы идет, да. С 93-го года вот у классической музыки был новый виток, благодаря Михаилу Ефимовичу Николаеву и, ну, и многим людям, которые помогали Василию Афанасьевичу Босикову. Вот. Чтобы не то, чтобы не зря мы их готовили, конечно, сейчас все это, ну, как бы все двигается там в своих направлениях, ну, и чтобы это тоже было. И вообще джазовый оркестр Якутии может стать визитной карточкой своей республики, так же, как и виртуозы Якутии, я считаю, потому что мы можем, в принципе, работать с любыми солистами. То есть это возможно, и надо заниматься этим
И мы очень ждем помощи. Вот так вот. А вот, Дмитрий, ой, к нам поступил звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Алло, Здравствуйте. добрый день. Добрый день. Мы вас слышим. Я из Якуши говорю. Вот, конечно, очень интересно, что у нас появился джаз Биг Бен. Приветствую. Молодцы. А, Этот Леонид Утесов тоже был джазменом, да? Из его репертуара вы играете? Нет. Например, вот Маруся там, жил отважный капитан. ага. Спасибо большое. Спасибо, мы сейчас ответим на этот вопрос. Итак, Леонид Утесов и вообще вот этот фильм, ну, первые джазовые такие, получается, да, показали. Вот из его репертуара будете играть, вы играете? Конечно, советскую музыку мы хотим позже сделать, но мы сейчас хотим пока что традиционный джаз как бы взять репертуар. Сейчас вот буквально вот в эти дни я составляю следующую программу, вторую программу получается, да. И, конечно, к советскому джазу мы, наверное, уже после того, как мы традиционную джазовую музыку сделаем, да, мировую классику, получается, джаза, после этого мы перейдем к нашему, конечно, советскому и займемся вплотную, наверное, уже якутской музыкой. Очень хороший вопрос. Да, там жил отважный капитан, да, там, это вообще песня, с которой я поступил в высшую школу музыки в возрасте 5 лет. Да, поэтому она обязательно будет. 100%. Вообще джаз такой, оказывается, разный, да? Вот. И кто-то считает, что это свобода, кто-то считает, что это стиль жизни. И вот, например, ну, для вас, вот, Дима, для тебя что такое джаз? Джаз, это, наверное, какое-то, ну, для меня это настроение жизни, скажем Настроение? так. Да, это можно, я себя не считаю, что прям я такой джазовый музыкант, скорее я любитель джазовой музыки, скажем так, но джаз это для меня настроение жизни. Настроение. А для Егора? Работа. Ну, я слушаю вообще разную музыку, да, и популярную, и всякую, и народную в том числе. Вот. Ну, джаз для меня сейчас на данный момент это работа. И вообще это как бы для того, чтобы саморазвиваться. Итак, ребята, желаем вам работать с настроением. Больших вам успехов. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласил. Да. До новых встреч. Ура.